Глава 14. Вера – это паломничество. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Мы подошли к теме, которую я очень люблю. Вера – это путь паломничества. Если бы мы вызвали с неба Авраама, а он вряд ли бы захотел спуститься на землю, мы спросили бы его: «Авраам, мы так увлечены поисками веры, Бог высоко ценил твою веру, так объясни же нам, что такое вера». Наверное, Авраам не смог бы объяснить нам секрет своего величия, так как для него вера была жизнью, а не словесным определением. Но вот что он нам рассказал бы. «Я жил в прекрасном доме, в городе, славившемся богатством и высокой культурой. Там я занимал высокое положение. У меня были большие стада и просторное пастбище вокруг города. Великий Ефрат протекал там, и у нас было достаточно воды. У нас, казалось, было все, в чем мы нуждались. Но Бог сказал мне: отделись от этого народа, поклоняющегося идолам и дьяволу. Я хочу, чтобы ты оставил свой дом и остаток жизни провел в шатре кочевника». Ну не здорово ли это, прожить до конца дней своих в палатке? «Но, — сказал еще Бог, — я сделаю тебя великим человеком. Я дам тебе новую страну и хочу, чтобы ты отправился туда сейчас же». Я слышу голос Авраама: «Ладно, Господи, есть ли у тебя карта?» «Нет, карты у меня нет. Я буду сам вести тебя каждый день, пока ты не достигнешь страны, которую я для тебя выбрал. И еще, Авраам, я скажу тебе по секрету. У меня есть город, который построен нечеловеческими руками. Однажды ты будешь жить там». И Авраам отправился искать город, имеющий нерукотворное основание, город, построенный Богом. Авраам знал о Новом Иерусалиме. Неудивительно ли? Он оставил один город и пошел в другой. «Подумаешь, — скажешь ты, — город, который он оставил, был примитивен». Ничего подобного. Это был великий город. В Лондонском музее истории можно видеть остатки ранней халдейской культуры. Там собраны искусные работы по золоту, изготовленные халдейскими мастерами. Я видел части подземной канализации древнего города. Канализация в те времена? Точно так. Там были выложенные камнем улицы. Это были не второсортные города и деревни. Это были прекрасные, богатые города, жить в которых было приятно. Но Бог сказал: «Авраам, оставь этот город, оставь своих друзей, оставь философов, с которыми ты так любишь беседовать, оставь это все, Авраам, и следуй за мной». Авраам так и сделал. Вера есть путь пилигрима. Ты не можешь себе представить, как часто люди зависят от своего окружения. Некоторые готовы жизнь положить за свою работу, не то чтобы оставить ее. Если им платят вдвойне в день отдыха Господня, то они работают. Другие готовы умереть за дом, который сами построили. Они любят его больше всего на свете. Но такой человек не может быть пилигримом. Он слишком сильно привязан к миру. Бог, может быть, никогда и не потребует, чтобы ты оставил все. Но Он хочет, чтобы ты был готов это сделать. Он хочет, чтобы ты от всего сердца сказал: «Господь, я готов все оставить ради Тебя». Иногда я встречаю людей, которые мне говорят: «Брат Самрал, у меня есть призвание проповедовать. Бог сказал мне это». «Почему же ты не проповедуешь?» «Ну, мне еще не открыто, как это будет». Я знаю, что отвечать в таком случае.
Бог не хочет, чтобы ты проповедовал. Он хочет, чтобы ты был готов проповедовать. После того, как ты выскажешь ему свое желание, он ожидает, чтобы ты начал трудиться для него. Ты должен показать свое желание делом, а не противиться Богу, ссылаясь на то, что делать нечего. Бог ждал от Авраама действия. Его вера проявилась в паломничестве. Он оставил свою страну, дом и друзей. Он оставил свою прежнюю жизнь. Он вышел из Ура Халдейского, чтобы искать город, построенный Богом. Это и называется верой. Несколько лет назад я сидел за столиком ресторана с одним пастором и его женой. Я миссионер и всегда был миссионером. Я объездил вокруг света много раз и везде проповедовал. Мое сердце заполнено миссионерской работой, а поэтому я, как всегда, заговорил о ней. Пастор печально посмотрел на меня и сказал: «Брат Самрал, Бог призывает меня в Индию, в город», и он назвал этот город. «Он дает мне силу Духа Святого, так что сотни тысяч людей там обратятся. О, я так хочу туда скорее отправиться, что просто не знаю, что мне делать». Тогда я не знал, что причиной его огорчений была жена. Однако вскоре это открылось, так как она расплакалась. Потом с покрасневшим от злости лицом она проговорила: «Можешь сам ехать в Индию, если тебе так хочется». Мне стало грустно. У меня самая лучшая в мире жена. Она бы поехала со мной на Луну, если бы я достал билеты. Куда бы я ни просил меня сопровождать, она всегда была готова. Филиппины, Гонконг. Во время войны мы жили в Израиле. Однажды я спросил ее: «Дорогая, американское правительство дает нам бесплатные билеты домой. Не хочешь ли ты уехать?» «Нет», — ответила она, — «я остаюсь с тобой. Мы перенесем войну вместе». Она ничего не боялась. Когда мы приехали на Филиппины, в Корее шла война, кровавая, жаркая, палящая война. Я сказал ей: «Дорогая, там идет жестокая война. Ты все же хочешь туда поехать?» Она ответила: «Поехали. У меня чудесная жена. Она часть меня». Стоило мне сказать: «Давай сделаем это», и она отвечала: «Чего же мы ждем?» Благодарю Бога за такую жену. Может быть, потому я был так шокирован тем, что сказала эта женщина. Она кричала: «Я не хочу ехать в Индию, не хочу жить с этими грязными, нечистыми людьми, я не хочу жить без удобств, которые есть в нашем доме, без холодильника, лучше я умру, чем туда поеду». Муж стал утешать ее: «Будет тебе, дорогая». Я наблюдаю за этим служителем до сего дня. Нечасто я вижу улыбку на его лице. Много раз он терпел поражения и неудачи за прошедшие годы. Он не был пилигримом. Я хочу сказать тебе, что если бы Сара захотела остаться в Уре Халдейском, то она никогда не увидела бы больше лица Авраама. Авраам все равно отправился бы в путь. Если бы она захотела, то могла бы оставаться там до самой смерти. Авраам обязательно оставил бы ей дом и состояние, ведь он был богат, а сам послушался бы Бога. Вера – это вещь сугубо личная. У тебя она есть у твоего супруга или супруги, она есть у твоих детей. Если ты глава семьи, то твоя вера будет передаваться всем в семье, но вера индивидуальна. Я не могу верить за тебя. Ты не можешь верить за меня. Каждый из нас должен иметь свою чудесную, живую, славную, невероятную веру. В Аврааме не заключалась вера всей семьи. Сара тоже оставила все по своей собственной вере. Вера есть действие. Авраам навьючил утварь на своих ослов, и его караван отправился по берегу реки на север. Он оставил город и сказал ему «прощай». Он оборвал все связи с родиной и стал пилигримом. Тебе может жить дух пилигрима,
Даже если ты не оставишь всего. Авраам имел этот дух. Он не любил этого мира, он любил Бога. Мы все должны обладать духом паломничества. Господь, я пойду туда, куда ты хочешь. Я буду делать все, что ты пожелаешь. Это и есть дух паломничества, который живет внутри нас и свидетельствует: Господи, я обрываю все связи. Чего хочешь ты? Однажды в 3 часа дня Бог сказал мне: «Поезжай и поселись для меня в Маниле на Филиппинах». Я ответил: «Господь, я был в Маниле. 90% этого города трущобы. Я видел там крыс размером с кошку. И ты хочешь, чтобы я там поселился вместе с семьей?» «Именно так. И я сделаю там для тебя больше, чем где бы то ни было». Я снова молился в своей комнате, и Бог 3 раза повторил свое желание. Я спустился вниз, где жена готовила на кухне обед, и сказал: «Дорогая, мы едем в Манилу». Никогда раньше об этом и речи не было. Жена выронила поварешку, и на глазах ее появились слезы. «Когда мы выезжаем?» «Сегодня вечером». «О нет, мы не можем уехать сегодня». «Можем». В тот вечер я собрал диакона в церкви и объявил, что беру отставку от должности пастора. «Я уезжаю», — сказал я и начал действовать. Я оставил мой дом, мое собрание. Ты думаешь, наверное, что самым тяжелым было расстаться с домом? Тогда тебе было бы полезно прочувствовать расставание с тысячной общиной, с людьми, большинство из которых ты привел ко Христу. Просто уехать, оставив их. Тебе трудно понять эту грусть, эту боль. Но когда Бог говорит делать, ты делаешь. В течение пары дней я нашел им нового пастора, а сам отправился в Манилу служить Богу. Там он совершал для меня чудеса. Через 2 года в церкви по воскресеньям собиралось до 8000 человек. Все население знало о моем присутствии. Сила Божья творила чудеса. На одном из собраний пробуждения 150 000 человек обратились к Господу. Почему Бог совершил все это? Я был его паломником. Я не был связан ни своим домом в Саут-Бенде, ни своей церковью. Я сказал: «Господь, это твое». Это и есть вера. Тогда я этого не понимал. Бог объяснил мне это позже. Я назвал это послушанием, но это и есть вера. Вера – это паломничество. Готов ли ты отрезать в своей жизни все, чего хочет Бог, и стать пилигримом? Идти с Ним нога в ногу, сказав: «Господи, я не женат на вещах, принадлежащих всему миру». Если Бог попросит меня оставить наши телевизионные станции, нашу огромную церковь, наши конторы в разных странах, всю нашу огромную работу, я бы ни на одну ночь не потерял сна. Я бы сказал: «Слава Богу, начинается что-то великое, пошли, Господь». Моя вера в Бога такова, что если Он уберет что-либо из моей жизни, я приму это как Его волю. Значит, Он убирает что-то с моей дороги, чтобы дать мне еще больше. И все же многие дрожат за свою работу, боятся потерять свой дом. Они так зависимы от мирских вещей, что в конце концов становятся рабами мира. У них нет никакой веры. Вера – это путь пилигрима. Готов ли ты идти с Богом, как Авраам? Можешь ли ты представить себе лицо Авраама в то утро, когда он расчищал себе посохом дорогу, выйдя из дома в последний раз? Слышишь ли ты смех людей, собравшихся на улицах? «Смотрите, вот идет сумасшедший, мы больше никогда о нем не услышим!» — кричат они. Но получилось так, что о них никто больше не услышал. На месте Ура-Халдейского лежат песчаные барканы, зато весь мир знает об Аврааме. Представь себе человека такой силы и способностей, который по зову Божьему оборвал все свои корни и полностью
отдал себя Богу. У него не было гарантий. Впереди ничего, кроме Бога. Авраам шел и говорил с Господом при помощи веры. Иногда во времена гонений и бедствий люди лишаются домов или фирм, или хозяйства. Что бы сделал ты в таком случае? Покончил жизнь самоубийством? Или не потерял бы радости в Господе? В некоторых странах люди лишаются работы из-за атеистической нетерпимости государства. Как бы ты поступил в таком случае? Вера есть паломнический путь вместе с Богом. Оставить все, сказать: «Господи, теперь руководишь Ты, а я иду за Тобой». Какая чудесная жизнь! Какие прекрасные чувства может испытать твое сердце! Вера – это самое замечательное, что есть в этом мире. Она преобразила бы его, если бы нашлись люди, готовые пожертвовать всем за обладание ею. Однако многие говорят: мы не хотим ничего. Во-первых, мы не хотим ничего отдавать Богу. Во-вторых, мы не хотим никуда идти с Богом. В-третьих, мы не желаем для Него трудиться. И ради Бога не хотим становиться пилигримами. Лучше будем стоять на якоре в тихой гавани. Мы хотим жить безопасно. Сегодня мир разрушается тем, что люди называют безопасностью. Моя же сила в Боге, моя безопасность в Господе. Я не завишу ни от кого, кроме Бога. Я не привязан ни к кому, кроме Иисуса Христа.